Здравствуйте, в эфире выпуск информационной программы «Еселяк Парад». В одном из торговых домов Петропавловска распахнул двери консалтинговый центр для молодежи. Здесь молодежное крыло «Жастар-Руха» филиала партии «Аманат» дает консультации по государственным программам, приобретению жилья и официального трудоустройства. Подробности далее. Валерия Николаева, студентка Казыбаев Юниверсити, учится на преподавателя начальных классов. Девушка посетила центр, она хочет найти работу. Мне было очень интересно узнать, так как я студентка, могу ли я официально трудоустроиться, чтобы по всем документам, есть ли у меня такая возможность. И решила обратиться вот как раз-таки в центр занятости. На самом деле это очень хорошая идея, что, во-первых, доступно объяснить могут, рассказать, и что к молодежи, так сказать, идут навстречу и рассказывают о особо важных и нужных вещах. Главная цель центра – это консультирование молодого поколения в рамках действующих государственных программ. На данный консалтинговый центр на сегодняшний день привлечены специалисты из разных сфер. Это то есть организация Атамикен, Палата предпринимателей, ЦОН, Центр занятости, ЕНПФ, наши партийные депутаты, общественники, также юристы, психологи. Все специалисты, которые нужны для молодежи, мы привлекли и в дальнейшем будем оказывать такой консультативные работы. Консалтинговый центр направлен на людей в возрасте от 16 до 35 лет, категории НИД и безработную молодежь. Лаура Рагимова, Михаил Казначеев, служба новостей. Опасность на дорогах. В Северном Казахстане дикие животные, преимущественно косули, стали массово выходить на трассы региона. Все чаще происходит ДТП с участием диких животных. В большинстве случаев под колеса автомобилей попадают косули. В Северо-Казахстанской области в последние годы резко возросло поголовье сибирской косули, что выражается в постоянной гибели животных в результате их столкновений с автотранспортными средствами, а также причинения животными существенного вреда посевам сельскохозяйственных культур. Кроме того, в некоторых регионах области расплодились стаи диких собак, кормовой базой для которых также являются косули. Косуля это абсолютно не боится ни человека, ни транспорта и не опасается населенных пунктов. Инспекции лесного хозяйства было дано соответствующее поручение в связи с этой ситуацией. Это управлению природных ресурсов, регулирование природопользования, субъектам охотничьих хозяйств ГНКПП Кокшетау об усилении мероприятий по мониторингу за состоянием популяции диких животных, а также об усилении проведения биотехнических мероприятий, в том числе и направленных на подкормку диких животных. Рыцари, доспехи и бои сегодня можно увидеть не только в фильмах или книгах про Средневековье. Житель Петропавловска вот уже 12 лет воспроизводит доспехи и участвует в исторических средневековых боях. Владимир Торопов реализовал свою детскую мечту в реальность. В гостях у главного рыцаря города побывала Наталья Аитова. Исторический средневековой бой объединяет в себе спорт, историю и ремесленную работу, ведь костюмы, в которых выступают рыцари, точные копии оригинальных средневековых доспехов и оружия. Есть конкретное описание историческое, то есть мы уже это берем и адаптируем под себя. Мы берем, к примеру, корпусный доспех, он же бригантина. Вот. То есть внутри пластины наклепаны на шерсть, на сукно. Вот. Но для спортивного, допустим, действия нам важна очень защита спины. То есть поэтому вот эту пластину, допустим, защиту грудного отдела мы делаем большую. На создание одного лишь доспеха средневекового воина уходят месяцы, проведенные не только в кузнице, но и за изучением исторических справок. Допустим, вот этот вот шлем тюрбанного типа, вот это как раз воин Золотой Орды, знатный воин, шлем воина. Побывал уже в множестве боев. Это у нас девушка занимается, Алена, это ее шлем. То есть он сделан, в принципе, выдержан полностью в стиле, но у него также присутствует спортивная защита, которая прикрыта бармицей. То есть Доспехи, кожаные изделия, одежда – все должно соответствовать прошлой эпохе. Это же правило относится и к оружию. Единственное отличие – сабля, меч или топор без острия. Элементы доспехов сделаны из закаленной стали. Она гибкая, но прочная. Весит один комплект около 30 килограммов. Надеть такие доспехи, не говоря уже об участии в боях, сможет далеко не каждый.
Алена Монахова тяжелого обмундирования не испугалась. Хрупкая девушка влилась в исторический средневековой бой. Со временем необычный спорт стал образом жизни. Когда в детстве все мечтают о замках, рыцарях, принцессах, все мечтают стать принцессами, я мечтала стать рыцарем. Потом потихонечку влилась сюда. Хотела сначала для себя походить, позаниматься, а потом уже выезды пошли, тренировки более усердные, и полностью втянулась. Честь, доблесть и отвага – не пустые слова для людей, занимающихся этим увлекательным видом спорта. Ребята закаляют не только сталь, но и свой характер. Наталья Итова, Адиль Нуржанов, служба новостей. Это были все новости к этому часу. Увидимся в 17:30.